Включаем маркетинг на Эхе Москвы в Уфе. Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Виталий Пилипчук и моя авторская передача «Включаем маркетинг» на Эхе Москвы в Уфе. Сегодня мы будем говорить про рынок свадебных услуг города Уфы. Не так давно прошла выставка большая, нашумела на эту тему, и я решил позвать профессионалов этого рынка, в частности Алексея Радченко, издателя каталога «Свадебный букет», и Артема Сигаева, генерального директора компании «Академия развлечений». Обоих коллег я знаю очень давно, и каждый из них внес большой вклад именно в развитие индустрии праздников, и, в частности, свадебная тема им близка. И мы поговорим сегодня традиционно, будем говорить о рынке в целом, о том, кто у нас участники рынка, о потребителях, клиентах, и очень много полезных инсайдов, я надеюсь, сегодня будет. Сразу хочу передать слово Артему Сигаеву. Все-таки, что сегодняшний день представляет рынок свадебных услуг, как ты его видишь, как участник, и твои мысли по этому поводу? Ну, во-первых, здравствуйте всем, уважаемые коллеги. Виталик, огромное спасибо за то, что пригласил нас. Давно не виделись, очень приятно. Но когда мне задают похожие подобные вопросы, я всегда начинаю вдаваться в некую историю и начинаю вспоминать времена, которые были 10-15 лет назад, когда этот рынок не так был насыщен специалистами всевозможными, то могу сказать, что раньше мы делили этот рынок, условно говоря, на 10 человек. В городе было 10 профессиональных ведущих, в городе было 2-3 компании, которые занимались организацией, оформлением и так далее. Не было так в таком большом распространении интернет-рекламы от этих компаний. То есть вся реклама, которая доносилась до потребителя, она была сарафанным неким таким радио. Из уст в уста все происходило. Из уст в уста, да. То сейчас активно люди пользуются Инстаграмом, активно вносят свои услуги на наш рынок. Ну и в связи с этим потребитель стал более избирателен, что ли. Более претенциозным, что ли? Да, дотошным как-то, понимаете. И последние 4 года я отслеживал этот рынок. В каком плане? Я занимался преподавательской деятельностью, вел курсы в Санкт-Петербургской школе телевидения, куда ко мне приходили молодые начинающие ведущие, молодые начинающие организаторы, уже действующие ведущие, уже действующие организаторы. И я отследил такую тенденцию, что если говорить конкретно про ведущего праздничного мероприятия, он же является организатором, то раньше было достаточно того, что человек закончит школу, Академию искусств, как у нас Алексей Радченко, играет где-то в театре и одновременно начинает вести какие-то праздничные мероприятия. То есть речь о том, что по большому счету, если еще, условно говоря, 10 лет назад люди приходили к конкретному ведущему, и ведущий это и был фактически организатор мероприятия. В одном лице было все. То сейчас идут некие разграничения. То есть ведущие говорят: так, мы ведущие, мы не организаторы. Вот хотите, чтобы у вас за вашим вечером следил какой-то человек-организатор, чтобы у вас было вовремя горячее блюдо, вовремя приехали артисты, нанимайте некого администратора, либо координатора мероприятия. То есть это целая профессия? Это целая профессия, да. Именно профессия координатора свадебного, либо любого другого праздничного мероприятия, это сейчас выделилось в такую отдельную индустрию целую. Алексею тоже есть что добавить. Алексей, да, то есть так как на «ты», я не могу на «вы», потому что этих людей очень давно знаю, действительно, очень многие проекты наблюдал, которые они делали. Все-таки с позиции участников рынка, кто сейчас на сегодняшний день формирует именно эту индустрию? То есть если ходить на ту же выставку, понятно, мы видели фотографов, видеографов, это отдельная история, есть оформители. Про этого подробнее, потому что это как раз, видимо, в рамках своего журнала ты это и видишь в срезе, как говорится. Но по большому счету я могу сразу сказать, что с каждым годом все усиливается тенденция того, что свадьба становится мероприятием очень большим, с точки зрения того, что в него привлекается огромное количество самых разных специалистов. Правильно было замечено, если раньше, лет 10-15 назад, было достаточно найти ведущего, и все, и свадьба уже состоялась, то теперь, благодаря той же рекламе, благодаря навязыванию, может быть, некоторых услуг, некоторых моделей,
жених с невестой вынуждены. Как так? Свадьба не может обойтись без фотографа. Как так? Подождите, а как? На свадьбе должен быть шоколадный фонтан. А я вот еще видел вот там какой-то номер с крыльями. Вот пусть у нас тоже будет номер с крыльями. И пусть у нас еще скрипка играет. Ну, то есть, по большому счету, сейчас практически нет никаких границ у свадьбы. То есть, свадьба стала мероприятием, которое при соответствующем бюджете может стать чуть ли не днем города. Угу. Да. А вот говоря, ты говоришь про так называемую моду, да, то есть я понимаю, каждый год есть какая-то мода на что-то, условно говоря. Там сегодня крылья, завтра там упряжки с собаками, после еще же. То есть вот насколько эти вот тренды, они появляются, откуда они появляются и кто их задает? Вообще, благодаря тому, что вот я чуть-чуть издалека начну, да? Благодаря тому, что многие специалисты в свадебной индустрии появляются практически из ниоткуда, то есть человек сказал, я буду вот отныне... Всю жизнь проработал на заводе, и вдруг, видишь, у меня были такие примеры. А что... завтра я приду и буду свадебным координатором. И для того, чтобы стать свадебным координатором, ему достаточно зайти в интернет, найти какой-нибудь, я не знаю, обучающий сайт или посетить какой-нибудь вебинар, посмотреть и сказать, все, я теперь уже специалист, и я теперь могу себе позволить организовывать все, что угодно. И появляясь на рынке, естественно, что этот человек должен как-то о себе заявить, должен как-то себя представить, выделить себя среди всех остальных. И поэтому люди стараются чем-то удивлять. Люди стараются предложить потребителю что-то эксклюзивное. Иногда это бывает, может быть, достаточно глупые какие-то вещи, но тем не менее кому-то они нравятся. То есть креатив порождает конкуренцией, по большому счету. Да, часть, совершенно верно. Да. С одной стороны. С другой стороны, есть же профессиональные организаторы мероприятий, которые действительно там годами этим занимаются. Ну вот я не договорил немножечко, мысль-то не довел. Вот на фоне того, что я преподавал, занимался преподавательской деятельностью, приходят люди, которые реально говорят, за 25 тысяч я устал работать на заводе УМПО, не хочу стоять за станком. Слушай, дружище, ну тебе уже там 35 лет. Ты кем хочешь стать? Я хочу стать ведущим организатором. Послушай, ну чтобы стать ведущим организатором действительно хорошим и правильным, тебе необходимо пройти некую дорогу от аниматора на детском празднике, к примеру, да, в веселом костюме. В веселом костюме, да, до строгого мужчины, ведущего там какие-нибудь правительственные мероприятия. Чтобы все это понять, чтобы быть хорошим ведущим организатором, ты должен прочувствовать на разных уровнях всю эту специфику. Люди чаще всего не понимают, куда они рвутся, чего они хотят. Но что самое удивительное, такие люди тоже находят своего клиента, своего заказчика. Вот, кстати, о клиентах. Интересно было. Вот есть ли некое расслоение, как рассматривая любой рынок, есть категории ценовые, которые самые простые определить, да, есть, наверное, есть эконом, есть стандарт, есть там, условно говоря, лакшери, есть вообще там такой формат, что супер VIP, да, с огромным количеством гостей. Вот из вашего опыта, как сегментированы эти клиенты, условно говоря, это к территориям привязано, это привязано к тусовкам, я не знаю. То есть вот, как вы их... Если взять... Как вы определяете клиентов? Если взять Башкирию, да, не только город Уфа, то нужно понимать, и всем это прекрасно понятно, что на периферии, за границами города Уфы, все как-то гораздо проще и легче. Там есть свои звездочки в каждом районе, в каждом городе, свои организаторы, которые с года в год, а порой по 20-30 лет держат все это в своих руках. Ну, то есть рынок разделен территориально, опять же, теми же самыми рекомендациями. Да, соответственно, и цены везде разные. Если вы где-нибудь в городе Давлеканово хотите справить хорошую, качественную свадьбу, то там жители города Давлеканово понимают, что им достаточно потратить 10-15 тысяч рублей на то, чтобы заказать ведущего, заказать музыкальное оборудование, заказать диджея, шарики, и все. Свадьба пройдет великолепно. Ну, здесь еще площадки немаловажно играют роль, да. Конечно. Бывает даже такое, что на подобные мероприятия на периферию едет профессиональный, качественный ведущий, едет за хороший гонорар, и там его не понимают. Типа, что за ерунду он такую говорит? Что за современные тенденции? Мы хотим макать карандашик в бутылочку, мы хотим нести в ложке яйцо на конкурс. Да-да-да. Вот. Хорошие тамада и конкурсы веселые. И конкурсы веселые, да. А если разделить именно по сегментам организаторов, ведущих, то если мы говорим про ценовую политику, там, категорию тысяч в 10, в 15 заведений, мероприятия. Я говорю про ведущих, я делаю на этом акцент, потому что, безусловно, они являются еще и организаторами отчасти, да.
Вот. Если это молодой студент какой-то или человек, который только 2-3 года начал карьеру ведущего, то средняя цена это где-то 10-15 тысяч рублей. Если говорить о том, что человек проработал где-то на радио там 3-4 года, 5 лет, может быть, цена поднимается. То есть у человека есть некие регалии, он может преподать себя и в интернете, и сделать рекламу с этими регалиями, и достаточно написать там работник такого-то, такого там радиоканала, все, значит, его гонорар уже подскакивает. Но это совершенно не говорит о том, что в качестве этот человек как бы тоже будет лучше. Это к вопросу о пиаре. Да, ну и есть старые ведущие, старые организаторы, у которых уже своя наработанная клиентская база. Клиент знает, за что платит. Ну, это уже там, если опять же говорить про ведущего, это 30, 40, 50 тысяч рублей. Ведущий, правильно я понимаю, ведущий передается из в семьи в семью, так говорят? Нет, не всегда. Не всегда, нет. Все-таки. Но сейчас просто это же все очень на виду. Все эти соцсети позволяют любому ведущему показать свою любую хорошую сторону для того, чтобы найти своего клиента. И зачастую многие те, кто хотят заказать праздник, они именно читая какие-то отзывы в интернете, разглядывая какие-то сайты, картинки, фотографии, видео, они именно так выбирают себе ведущего. Но вот, кстати, выставка хороший вариант, когда человек может не просто полюбоваться с экрана вот об этом же на какого-то специалиста, он может с ним поговорить, он может понять, на одной ли они волне, и может понять, сможет ли тот достойно украсить его праздник. Компания «Академия развлечений» являлась инициатором проведения всевозможных подобных выставок, на которых мы советуем тем людям, кто к нам пришли за какими-то советами, это те, кто готовится к свадьбе, готовится там, к празднику какому-то и не знает этой сферы еще и ходит, изучает, значит, фотографов, видеографов и так далее. Мы им даем советы такие, что по одному видеоролику, который можно сделать очень круто, где ведущий там машет руками, все очень весело, гости улыбаются, какая-нибудь 5-минутная аудионарезка, мы всегда советуем не принимать решения подобные, то есть не выбирать своего организатора, своего ведущего конкретно по соцсетям, по видеороликам и так далее. Мы всегда даем советы: встретьтесь лично, позадавайте вопросы, встретитесь не с одним, не с двумя, встретитесь здесь, там, пригласите 10 человек на встречу. И только тогда вы поймете профессионализм человека, вообще понимает ли он ход мероприятия. Потому что в последнее время, вот опять же на собственном примере своей преподавательской деятельности, я понял, что приходят ведущие организаторы, которые уже лет 10 работают в этой сфере. И когда ты с ними начинаешь разговаривать, ты начинаешь понимать, что они даже не знают структуру проведения мероприятия. Сколько нужно гостям сидеть за столом, какие паузы нужно делать. Ну, кстати, вот это очень важный момент. В какие моменты нужно выносить горячие блюда, в какие моменты лучше приглашать тех или иных артистов, что такое темпоритм мероприятия, что такое, ну, как в спорте, да, там, разминка, заминка мероприятия, там. А почему вот мне задают вопросы, а почему вот часто у меня бывает такое, что вот мы договорились до 12 часов ночи с заказчиками, а ухожу я только там в 2 часа ночи, потому что меня в 12 часов домой не отпускают там выпившие гости и говорят: давай еще конкурс, давай еще конкурс. А все это происходит потому, что заминки в конце вечера не происходит. То есть гостей постепенно не выводятся из состояния праздника, а просто говорят: до свидания, наш праздник закончился. То есть обрубают, и здесь... Обрубают. Ну, конечно, недовольство будут. Конечно, будут говорить: а давайте еще, давайте еще. Ну, то есть ведущий — это не просто проведение, условно говоря, Конечно. по регламенту конкурсов там, Конечно. и так далее. Конечно. Необходимо понимать. А вот с этим... На этом и обжигаются ведущие, которые говорят: все, я веду, я знаю как и что, вроде все по плану, все хорошо, но что-то не получается. Ну вот, опять же, посмотрев на продукт сверху, ведущий, ну, по вашему мнению, вы считаете, все-таки это центровая история всей свадьбы, но в какой доле успеха свадьбы и все остальные, ну, как говорится, элементы, ну, я не знаю, про процентное соотношение сложно говорить, но вот влияющий на успех? Я считаю, вот я сразу скажу, у ведущего 50%, ну то есть половину основных... Успеха это ведущий. Да. Где-то 30%, наверное, это оформление. Это тоже очень важно для создания общего настроения праздника, для создания атмосферы. Дальше идет уже шоу-программа, может быть, там 10, может быть, 15%. Я бы ведущего и звукооператора диджея выделил в первую очередь. Ну, ведущий, он обычно работает в связке. То есть чаще всего сейчас
ведущий отдельно от Звукооператора звукооператора не не то есть фактически существует. это команда. Да, то есть, и когда говорят, сможете вы нам провести праздник, да, это будет стоить, там, например, 40 тысяч рублей. Это означает, что ведущий приедет со своим звукооператором и со своей аппаратурой и поставит ее там на какую-то определенную площадку. Да. То есть не факт, что... Ну, то есть вот дальше оформители у нас идут. Оформители, потом шоу-программа, я считаю, и потом, может быть, вот всякие мелочи, типа там подача горячих блюд вовремя. Заведение, наверное, Да, немаловажная игра. Ну, конечно. Да. Там это обслуживание. Вот. Но сейчас технологии позволяют любую площадку превратить в роскошный зал для проведения свадьбы. Сейчас я даже могу вам сказать, что появилась такая тенденция, что не в ресторанах проводят свадьбы. Для этого арендуют и фотостудии, и какие-то большие просторные помещения, которые вроде как не являются рестораном, но тем не менее позволяют Вот сделать. здесь же, говоря про этот продукт, тут не только само проведение и, так сказать, постосвещение важно. Не как пройдет, а как покажут. Да? Конечно, да, Здесь вот, поэтому, видимо, вот это всплеск индустрии фото и видео вокруг этого происходит. Потому что было, я так понимаю, лет 10 назад технологии не позволяли делать очень качественный продукт, ну, честно говоря. Я просто по себе помню, что приходилось приглашать прям реально с телевидения людей с оборудованием, потому что вот эти хоум-видео камеры, они совершенно Сейчас, не передавали. чтобы снять хороший продукт, можно снять на телефон даже. По факту. Да. Вопрос в мастерстве оператора, Да, наверное, конечно. больше. Ну, и я так понимаю, это расширение, оно прирастает каждый год, да, вот эти вот. Я могу сказать, что есть все-таки вот не в прошлом году, а в позапрошлом году мы прям отмечали тенденцию того, что люди говорят: мы не хотим потратить на свадьбу 100 тысяч рублей, мы хотим 100 тысяч рублей потратить на наше путешествие. И мы лучше поедем в Грецию, возьмем просто с собой какого-нибудь фотографа, который нас красиво в свадебных нарядах на фоне моря пофоткает. То есть, представляете, грубо говоря, вся свадьба умещается во впечатление двух людей, и плюс еще фотографии, которые они потом могут разложить где-нибудь в соцсети, показать друзьям, и все будут говорить: боже мой, какие вы прекрасные, какая шикарная у вас была свадьба. А они всего лишь посидели в кафешке за столом вдвоем под какой-то красивой арочкой, украшенной цветами, и все, это уже свадьба практически шикарного уровня. Но здесь получается вопрос продукта, он трансформируется все равно. Да. То есть, и вот эта традиционная история с застольями и так далее, это уже не является, да, основой, наверное, но тем не менее вот есть новые форматы какие-то. Но свадебный бизнес вот очень серьезно цепляется за традиции именно потому, что это позволяет свадебному бизнесу зарабатывать больше денег. Никуда от этого не денешься, если ты навязал человеку, кроме тех услуг, которые они хотели получить, еще и что-то дополнительное, вот организаторы особенно часто этим грешат, то они получат больше денег в качестве прибыли своей. Да, и иногда это идет даже наперекор желанию молодоженов. Я много раз сталкивался... Навязывают откровенно. Да, я много раз сталкивался с тем, что... Ну, молодожены тоже не дураки, они же тоже не в одно агентство обращаются для того, чтобы просчитать заранее, во сколько им То есть выйдет главная свадьба. рекомендация смотреть, давайте надо всех смотреть. Да, надо посмотреть побольше. Ну, не то чтобы всех, но побольше. максимально, да. У нас сейчас есть вот прям сегментация рынка на определенные, то есть ценовые категории. То есть если я хочу провести свадьбу вот за эти деньги, то я знаю, что мне помогут вот эти вот агентства. Если я хочу провести свадьбу чуть подороже, то я уже обращусь вот к этим. А если я хочу шикарную свадьбу, то я выберу вот из этих агентств. Но чаще всего-то встречаются те люди, которые совершенно не знают, что они хотят. Ну, На самом деле. Вот сейчас именно- уже нет. Ну, Это было год назад, 2 года назад, да, было такое, что приходили и говорили: а что вы предложите нам? Что нам делать? Ну вот говоря про потребителя, насколько он сам меняется в возрасте, может быть, то есть опять же, кто платит за банкет, по большому счету? В большинстве случаев родители платят. если говорить про свадьбу, то это то, что платят родители, это также одна из традиций наших там, семейных устоев. То есть Насколько появляются другие варианты? Полно Насколько- уже. Сейчас других вариантов тьма тьмущая. Вплоть до того, что я вот это категорически не приветствую. Молодожены, которые берут кредит на то, чтобы провести свою свадьбу. Это повод для анекдотов, повод для разговоров, повод о том, что они взяли кредит, через год разбежались, а кредит до сих пор выплачивают. То есть это действительно имеет под собой некоторую ну, основу. Леша, а куда деваться, если ты хочешь хороший, красивый праздник? Это если ты убежден в своей голове, что ты на всю жизнь один раз
Под это дело и кредит можно взять. Если ты убежден, это одно дело. Другое дело, если ты ослеплен блеском роликов в интернете, обычно, я вот могу сказать, что все решения принимает невеста, чаще всего. То есть жених участвует в организации подготовки свадьбы процентов на 5-10, не больше. Как правило, кивает. Как правило, просто кивает и говорит, И ну не ладно, дай бог он не будет кивать, понятно. раз ты хочешь, пусть так и будет, да. То есть обычно все принимает решение. А невеста откуда получает информацию? От фоток подружек. Она листает Инстаграм, она смотрит какие-то там ролики на Ютубе и говорит, вот здесь, смотри, как здорово здесь, я хочу, чтобы такая же посуда у нас стояла. Смотри, какой торт, я хочу, чтобы именно такой торт был на нашей свадьбе. И никуда не денешься, приходится... Соответствовать. Да, Либо брать все в свои руки, да? Да, приходится соответствовать. И в результате иногда бывает, что жених с невестой, которые рассчитывали потратить на свадьбу там 250 тысяч, вдруг внезапно получают счет на почти вот к миллион. вопросу о том, что не всегда являются оценочные возможности, так сказать, по бюджету семьи таковыми, насколько они сделают свадьбу. Бывает, что скромными доходами, я так понимаю, будущие семьи делают свадьбу просто какие-то нереальные деньги для своих доходов текущих. Да, очень часто такое бывает. А какой период принятия решений? Вот насколько он сократился или увеличился с момента, когда молодожены обратились в агентство? И вот на протяжении вашего опыта, сколько трансформировалось это время? То есть это, не знаю, 3 месяца или неделя? Обычно полгода. Полгода это, стандартный момент. Но здесь, мне кажется, нужно еще и поговорить о том, как молодожены относятся к организации праздника. Если молодожены действительно серьезно подходят к своему событию, они обязательно, конечно, заранее забронируют и место проведения, забронируют хороших ведущих, хороших организаторов, но есть и другие молодожены, которым, в принципе, все равно на то, как пройдет свадьба. Они вроде как делают это для галочки. Вот так оно и бывает, что зимой у тебя на летний период заказывают свадьбу самые ответственные, и где-то за месяц, летом, когда все уже забронено по всем ресторанам, все ведущие разобраны, вот здесь уже начинается, да нам все равно, какой ведущий, поэтому мы заранее не занимались организацией праздника. У нас и шоу-программы не предвидится, и гулять мы будем где-то в кафешке. То есть здесь вот какой-то тенденции по поводу того, что сокращается срок подготовки к свадьбе или не сокращается, лично я на себе не испытываю. То есть это разные аудитории с разными подходами, всегда есть и те, и другие. Да. Но вот других, тех, кто готовится заранее, их стало больше, а тех, кто в последний момент принимает решение, их стало меньше. Я даже могу сказать, что вот в Академии развлечений мы запускали такую тему, реклама была у нас, что мы готовы организовать праздник, даже если он уже завтра. То есть у нас есть возможность любого уровня подобрать вам ведущего, там, оформителей, ресторан найти и все такое. Даже если вы спохватились в последний момент, мы это можем сделать. Не пошла эта реклама, не было обратившихся. Да, не зашло почему-то, очень интересно, но люди все-таки, мне кажется, все более ответственно подходят к организации. Ну уж он такой дорогой стал, конечно. И делают заранее все заказы. Ну, то есть о том, что вот сейчас проведенная свадебная выставка, в которой поучаствовало очень много, много-немного, здесь разные мнения, но был представлен широко наши региональные возможности, говорит о том, что осенью будет сбор на основной, как говорится, результатов. Возможно. Но я могу вам сказать, что весна — это традиционное время выставок, и эта выставка, она такая первая ласточка, и сейчас будет, мне кажется, еще 2-3 точно большие выставки, и еще много маленьких выставочек, которые тоже будут иметь целью познакомить молодоженов с теми, кто может помочь им в организации свадьбы. У нас осталось не так много времени до перерыва. Напомню, мы говорим о рынке свадебных услуг города Уфы. В гостях у нас Алексей Радченко, издатель каталога «Свадебный букет», и Артем Сигаев, генеральный директор компании «Академия развлечений». С вами Виталий Пилипчук. Встретимся после перерыва.
11:30 в столице, на Эхе новости. У микрофона Елена Лиховская. Здравствуйте. Мать бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля обратилась в московскую полицию с просьбой признать пропавшим без вести сына и внучку, отравленных в британском Солсбери. Об этом сообщает агентство РИА Новости, которое ссылается на племянницу Скрипаля Викторию. Она добавила, что если родственников признают пропавшими без вести, то матери достанутся квартира, машина и собака. О нынешнем местонахождении Сергея и Юлии Скрипалей ничего не известно. Они в засекреченном месте после выписки из больницы в Великобритании. На днях британская пресса сообщила со ссылкой на источники, что состояние здоровья Сергея Скрипаля ухудшилось. Следствие просит до конца мая продлить арест гражданина США Пола Уиллана, подозреваемого в шпионаже. Об этом агентству РИА Новости рассказал его адвокат Владимир Жеребенков. О задержании Уиллана стало известно в конце прошлого года. Подозреваемому грозит до 20 лет колонии. Вину он не признает. У Уиллана, помимо американского, есть паспорта Канады, Ирландии и Великобритании. Дональд Трамп, по некоторым данным, рассматривает вопрос об увольнении директора национальной разведки США Дэниела Коутса. Об этом пишет газета «Вашингтон-Пост» со ссылкой на источники. Как рассказали собеседники издания, американский лидер никогда не видел в Коутсе советника, которому можно доверять, а в последнее время проявляет все больше недовольства по поводу его публичных заявлений. По словам источников, доверие президента подорвал январский доклад директора национальной разведки об угрозах нацбезопасности. Минюст по итогам внеплановой проверки включил в список иностранных агентов Центр поддержки и содействия развитию СМИ. Эту организацию возглавляет правозащитник Григорий Шведов. Он является основателем и главным редактором издания «Кавказский узел». В центре Москвы ограничили движение транспорта из-за предстоящего выступления Владимира Путина в Гостином дворе. Как ожидается, через полчаса президент обратится с посланием к Федеральному собранию. До окончания мероприятия частично закрыты Ильинка, Большой и Малый Черкасские переулки, а также переулок Рыбный. В завершении выпуска о валюте и погоде. Официальный курс доллара на сегодня 66 рублей 20 копеек, евро 74 рубля 82 копейки. В Москве сейчас плюс 1 градус. В течение дня облачно с прояснениями, небольшие осадки, до 4 тепла. Елена Лиховская, служба информации, Эхо Москвы. 3, 2, 1. Реклама. Благотворительный фонд «Изгелек» обращается к неравнодушным слушателям «Эхо Москвы» в Уфе. У двухлетнего Шамиля Якупова из Уфимского района республики множественные пороки развития. Из-за сложных диагнозов мальчик не может самостоятельно дышать. Сейчас семье Якуповых нужна помощь в приобретении портативного кислородного концентратора для сына. Стоимость аппарата 290 тысяч рублей. Помочь Шамилю просто. Пришлите СМС на номер 3443 с текстом «Изгелек» пробел сумму пожертвования. Сумма может быть любой. Спасибо за помощь. Более подробную информацию вы можете найти на сайте благотворительного фонда «Изгелек». Сегодня гостем программы «Персонально ваш» будет корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев. Вопросы гостю присылайте на номер +7 927 304 10 51. Слушайте эфир на Эхе Москвы в Уфе после 15 часов. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. Включаем маркетинг на Эхе Москвы в Уфе. Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Виталий Пилипчук и моя авторская программа «Включаем маркетинг» на Эхе Москвы в Уфе. Напомним, сегодня мы говорим о рынке свадебных услуг города Уфы. В гостях у нас Алексей Радченко, издатель каталога «Свадебный букет», и Артем Сигаев, генеральный директор компании «Академия развлечений». Продолжим. В первой части мы говорили о рынке, непосредственно о том, что есть такой продукт свадеб. И хотел бы эту тему продолжить и передать слово Алексею Радченко. Такой вопрос. Как все-таки менялись тенденции на рынке за последние годы? Можно ли какие-то цифры назвать, какие-то такие, которые бы характеризовали сам рынок? Ну, конкретно прям цифры назвать вряд ли я смогу, потому что мы такого прям, чтобы глубокого очень серьезно не делаем. Но я могу определить, вот есть определенные тенденции, которые
вот из года в год уже повторяются. И я хочу сказать, что на данный момент, если говорить в общем, то рынок свадебных услуг в нашем городе перегрет. Вот я так считаю, что предложений гораздо больше, чем спроса. Человек, который ищет свадьбу, реально может найти ее, ну, так скажем, в любой момент времени, в любом виде, по любым своим пожеланиям. То есть найти любого специалиста, любую там шоу-программу, любое оформление не составляет особого труда. А это много. Когда это произошло, вот такое насыщение? Я предполагаю, что это где-то 3 года назад появилась такая тенденция, когда вдруг стали появляться у нас очень много оформителей, очень много самых разных оформителей, которые кричали о себе, что мы организовываем, оформляем самые красивые свадьбы. У нас начало появляться очень много ведущих и организаторов свадеб, которые тоже во весь голос о себе заявляли: мы самые крутые, мы самые лучшие. А с чем это связано, как вы думаете? С тем, что в других нишах проблемы начались? Да, кстати, вполне возможно. Вообще, это тоже такая тенденция. Ведь каждый из нас может сказать: да что там играть в кино? Я вот тоже спокойно, меня пригласи, я вам сыграю тут в кино любую роль. Это то же самое, что каждый может сказать: а что там такого, свадьбу организовать? Да я запросто сделаю. Я вон у своей сестры организовывал свадьбу, она вот так прошла. И я, значит, у всех других могу организовать. По большому счету, никто этому не учит. У нас нет дипломированных специалистов, которые могли бы заявить: о, я дипломированный специалист, там, я дипломированный оформитель. Или дизайнер. Я там дипломированный фотограф. Нет, это люди, которые сами до всего до этого дошли. А вот здесь вот... Подожди, 2 секундочки. Вот как раз в связи с этим и возникает проблема того, что у нас немножко понизился ценник на организацию свадьбы. Демпинг? Да, очень сильно демпинг. То есть, условно говоря, на рынок зашли новые игроки с целью заработать денег, потом поняли, что они деньги не зарабатывают, начали демпинговать, и рынок сейчас приходит к... В связи с этим те, кто работали в среднем ценовом сегменте, фотографы, оформители, ведущие, они тоже вынуждены снижать цены. И получается, что те, кто заказывает дешевую свадьбу, получается в огромном выигрыше. Потому что стоит ему кинуть ключи. Мне нужен ведущий, который бы согласился провести мою свадьбу за 12 тысяч рублей. В моменте потребитель вроде выигрывает. К чему это ведет? Да, но ведет это к тому, что теряется качество. Но конечно, вот тоже возникает прикольная фишка. Если ты, например, знаешь хорошего ведущего, который заявил тебе, что он готов работать за 25 тысяч рублей, ты можешь некоторым образом его шантажировать. Ты можешь ему сказать: ну, давайте научим. А я, наоборот, хотел сказать: не учи ты. Нет, а я научу, да. Ты можешь ему сказать: а давай ты мне проведешь, у тебя все равно дата свободная. Что ты будешь сидеть без дела? Давай ты мне проведешь не за 25, а за 18. И он поскрипит, ну куда деваться? Если действительно, чем сидеть дома без дела, лучше я проведу. Но зато у нас хорошо подрос высокий ценовой сегмент. Да, у нас есть свадьбы, которые проходят на таком достаточно серьезном уровне, в которых вкладываются большие деньги, и таких свадеб стало больше. С прошлого года, даже с позапрошлого, намечается такая вот тенденция роста. Появляются люди, которые знают, что стоит их свадьба, и знают, что на это стоит потратить деньги, и знают, что надо поискать хороших специалистов, которые будут соответствовать этому уровню. Вот я помню, пару лет назад большую прям свадьбу с вертолетами, которые прилетали, садились на конгресс-холлы и так далее. Это уже не новшество, но тем не менее, просто на тот момент вот, локально мне показалось, что да, наверное, у нас появился новый некий продукт и новый запрос. Вот я могу сказать, что дорогие свадьбы уфимцы отмечают в Чехии где-нибудь, снимают замок и там отмечают свою свадьбу. То есть вряд ли мы увидим их вертолеты здесь у нас. А организаторы этих свадеб, они, как правило, из Уфы или это вообще какие-то другие агентства? Нет, насколько конкуренция территориальная? То есть, да, мы говорим про, вот мы говорили про районы, города рядом с Уфой, Уфа и... Здесь нужно понять, на какой площадке себя позиционирует организатор. Есть у нас организаторы в Уфе, которые позиционируют себя и рекламируют себя на площадке, например, города Москва. И когда, допустим, какой-нибудь главный московский офис хочет организовать какой-то праздник для местного офиса, который находится в нашем городе, они обращаются к организатору, якобы к московскому, сами того не понимая, что они попадают на нашего уфимского организатора. Ну, все это вопрос рекламы в интернете, Яндекс.Директ и так далее. Вот. Вот. Вернемся все-таки к Алексею. Вот про тренды. Что еще из трендов стоит отметить? Понятно, что... Стоит отметить, вот как раз, как я и говорил,
очень много появилось на свадьбе дополнительных услуг. То есть с каждым годом появляется что-то новенькое, что каким-то образом оказывается на свадьбах. То есть порой даже ненужное появляется. Ненужное, да. Может быть, ненужное, но зато яркое, красивое, там, возвышенное, романтическое, светящееся, мерцающее, переливающееся. Что в оформлении, да, что в шоу-программе, что в ведении. Обязательно, человек тоже, кто занимается организацией мероприятий, особенно если он занимается этим серьезно, он понимает, что одно и то же продавать каждый год, это себе в убыток будет. Вот хочу переключиться на Артема. А все-таки мы говорим о том, чтобы организовать свадьбу на действительно высоком уровне. В чем разница все-таки, когда обращаются к агентству или обращаются к конкретному человеку, который там является локальным организатором? Вот именно разница вот этих продуктов и этих сегментов. Потребитель должен понимать, что если он обращается в агентство, а не напрямую к артистам, к организаторам, к ведущим, к шоу-программе, он должен понимать, что... То есть «Собери сам» тоже работает, в принципе? «Собери сам» работает, но человек почему сам не собирает? Он не совсем понимает, что из 20 шоу-балетов ему необходимо выбрать вот именно этот, потому что на интернет-площадках вся реклама позиционируется одинаково примерно у них. Вот. Поэтому человек идет к организаторам, то есть он идет в агентство, которое возьмет с него дополнительную денежку за организацию. Причем отдельно возьмет. Отдельно возьмет, да. Скорее всего, это 10-15% с общей суммы проведения праздника, с бюджета, да. Плюс к тому есть недобросовестные организаторы, как я их называю, которые помимо того, что берут, к примеру, 15, а то и 20% с общей суммы, скажем так, разводят клиента, закладывая еще на какие-то проценты там на артистов. Процент с двух сторон. Да, ведущий может стоить 25 тысяч рублей, организатор накладывает сверху там, как минимум. Как Алексей говорил, можно сказать, что да, теперь ведущий 5 тысяч рублей наложит, он получит и там денежку, и там денежку, и там. А еще лучше он обратится еще и в ресторан в какой-нибудь и посоветует какой-то ресторан заказчикам своим, а придя заранее в этот ресторан, он говорит, я вам приведу заказчиков, в общем, вы мне, пожалуйста, там с кухни 15% возврат сделайте. То есть, на самом деле, работать можно. Опытные организаторы знают настолько много мелких вот этих вот возможностей, нюансов, которые, в принципе, даже не прослеживаются потребителям. То есть, с этой позиции очень интересный бизнес, на самом деле. И мне всегда было интересно, вот если мы, начиная там работать в этой сфере там, лет 15 назад, если ты берешься за мероприятие, то как бы по умолчанию ты должен быть организатором и подсуетиться там и там. Сейчас агентство намеренно прокачивает услугу там помощница невесты. Вот вам человек, который будет за вами бегать там все время подготовки к вашему мероприятию, значит, он должен получить столько. А вот в день мероприятия вам обязательно нужен координатор, который скоординирует все действия. То есть это вот то же самое, о чем и говорил Алексей, это, возможно, навязывание каких-то даже, может быть, ненужных услуг. Кстати, об услугах. Хватает ли реально услуг на рынке? Вот об этом тоже отдельно нужно поговорить. Если мы говорим о клиентах, заказчиках, которые организовывают себе мероприятия впервые, или второй раз, то, в принципе, их можно накормить вкусным продуктом, пригласив там кучу артистов и так далее. Проблем нету. Но проблема есть тогда, когда с тобой работает какая-то организация, либо с тобой работает какая-то семья на протяжении там многих лет, которая там поженила там вместе с тобой там всех своих детей, там родственников и так далее. То есть твой постоянный клиент, вот здесь вот уже проблема. Ты им предлагаешь, они говорят, это у нас было, это мы видели, этого ведущего мы уже знаем, не хотим, того вот и так далее. То есть количество решений ограничено. На самом деле, да, на самом деле у нас крайне редко появляется что-то новое. Вот Алексей говорит, рынок перенасыщен. Да, у нас много всего, но если говорить о постоянном сотрудничестве с кем-либо. О продуктах, условно говоря, проходя летом на 5 свадеб, ты видишь половину одних и тех же сценариев. Конечно, да? Конечно, одно и то же. Есть у нас инициаторы в Уфе, которые стараются периодически выкинуть на рынок что-то новое, тематику новую, там те же самые, квесты. Сейчас, если раньше там квесты были стационарные, ты приехал куда-то там, побегал по комнатам, то сейчас есть выездные квесты всевозможные. Но, тем не менее, запрос есть, и вот это вот... Запрос есть, да, но крайне сложно и крайне редко у нас что-то сделать. Но вот это все со стороны организатора происходит. Все-таки это организатор, ему необходимо постоянно креативить. Или это все-таки в продуктах на земле
На самом деле, давайте даже вот опять же возьмем ведущего. Если ведущий не хочет быть ни на кого похожим, если ведущий хочет, чтобы у него были хорошие гонорары, он ездит по всевозможным выставкам, он покупает там какие-то эксклюзивные конкурсы через интернет, он там объединяет возле себя каких-то организаторов, там, ведущих, и они также начинают придумывать что-то новое. Чтобы, условно говоря, быть на плаву и чтобы зарабатывать в этой сфере хорошие деньги, любой понимающий организатор должен, либо ведущий должен стараться, то есть фактически плыть на уровне, скажем так, тема современном. от того, что если у организаторов, которые занимаются этим давно, и агентств в том числе, есть постоянные клиенты. И чтобы эти постоянные клиенты, как бы мы, вот говоря о том, для кого организовывается свадьба, кто является ее потребителем этого продукта, являются фактически родственники. Отсюда же получается вот этот вопрос. Я бы не был так категоричен. Я хочу сказать, что свадебный рынок достаточно серьезно отличается от праздничного рынка. Ну, то есть это две большие разницы. Потому что если мы говорим там о новогодних корпоративах, то он проходит каждый год, и он в одной и той же команде все равно будет проходить каждый год. А свадьба в одной семье, она может проходить раз там, в 5 лет, раз там, в 18 лет. Тут нельзя говорить о том, что одна и та же семья будет у тебя заказывать много раз. А вот я могу здесь тоже с тобой не согласиться. Почему? Потому что недавний пример у меня был, когда ко мне подбегает там, значит, свадебное мероприятие, ко мне подбегает девочка, которая там вроде как помощница невесты, там подружка невесты, и говорит: Артем, а вы знаете, что я гуляю на вашей 5-й свадьбе уже, там в период там 2-3 года. Да. Я говорю, в смысле? А вот, говорит, у этой невесты вы, говорит, сестру поженили, там что-то старшего брата когда-то там что-то, и по всем подружкам вы прошлись там по нашим типа, и вот у нас одна и та же компания с вами из мероприятия в мероприятие переходит. Я говорю, так что же вы меня раньше-то не предупредили? Ну, я бы хотя бы программу менял, говорю, а я у вас одно и то же делаю практически. Ну, зачем напрягаться, если ты понимаешь, что перед тобой там гости, которые у тебя не гуляли. Невозможно. Да. Я говорю, так я программу поменял бы хотя бы. Нет, нам нравится ваша программа. Вот, ну, интересный случай такой. Это интересный, но исключительный, так скажем. Ну, это издержки длительного пребывания на рынке. Да, возможно. Ну вот, у нас не так времени остается до конца программы. Действительно, как это разогнались. Да, уже пару минут, да. Все-таки ваше желание как профессионалов, то есть, грубо говоря, даже не желание, а ожидание, что будет с рынком происходить в ближайшие пару лет, и ваше пожелание именно, что бы вы хотели, чтобы на этом рынке появилось, чтобы он стал лучше. Каждому из вас вопрос. Я начну. Я вообще начну, наверное, немножко с критики того, что я считаю, что на нашем рынке сейчас очень много людей низкого уровня. То есть на рынке свадебных услуг, да, на рынке свадебных предложений очень много плохих ведущих, не очень хороших оформителей, не очень выдающихся фотографов. То есть это люди, которые попали, возможно, в этот бизнес случайно. И поэтому в ближайшие годы, пару лет, я вижу такую тенденцию. Будут выпадать они, будут потихонечку отсеиваться. То есть будут оставаться... будут уходить игроки. Да. Причем в этом как раз играет хорошую роль интернет и всякие соцсети, потому что мы все-таки иногда собираем не только положительные отзывы, но и отрицательные. Мы смотрим, кто в нашем городе достоин какого рейтинга, какого уровня, чтобы знать. И мы видим, что в последнее время качество отрицательных отзывов повышается, становится все больше. И поэтому в связи с этим я вижу, что у нас в ближайшие пару лет будут те ведущие, те оформители, те фотографы, и организаторы свадеб, которые сейчас работают, будут либо стараться улучшить свою работу, искать что-то новое, новые пути, новые формы, либо будут уходить с рынка. Теперь Артем. Леша не зря поторопился и сказал, что да, я первый скажу, потому что я хотел сказать абсолютно то же самое. То же самое, слово в слово. Рынок перенасыщен, очень много непрофессиональных. Но при этом запрос на профессиональные предложения будет расти, и рынок не обманешь. В итоге останутся только самые сильные. Свадьбы не всегда будут оставаться свадьбами, и как бы мы ни хотели, с каждым годом количество свадеб будет оставаться одинаковым. Спасибо за участие в этой программе. Напомню, это был «Включаем маркетинг» с Виталием Пилипчуком, и мы говорили про рынок свадебных услуг города Уфы. В гостях у нас были Алексей Радченко и Артем Сигаев. Спасибо вам большое. Спасибо за приглашение. До новых встреч.